Дильмурат Бахаров – композитор, аранжировщик, член Союза композиторов Республики Казахстан, солист и продюсер группы «Дервишей». Автор более 300 песен, 26 произведений инструментального и классического жанра, музыки к 2 кинофильмам. Лауреат республиканских и международных конкурсов. Дильмурат, доброе утро. Добро пожаловать. Доброе утро, Дильмурат. Мы очень рады тебя видеть в нашей студии, потому что Дильмурат — это лицо нашей многонациональной эстрады, нашей сцены, нашего сразу искусства. Такая музыка звучала, мубарак, сразу такой, да, прямо сразу нежность, доброта вот сразу к тебе располагает, потому что ты человек такой. Скажи, пожалуйста, вот несколько лет не было у вас таких больших сольных концертов на большой сцене, но в марте прошлого года вы сразу дали 2 больших сольных концерта, причем в один день. С чем это связано? Ну, наверное, это и связано с тем, что был такой небольшой перерыв. Вот, и, соответственно, наши слушатели, поклонники ждали этого момента. Вот. Но, честно говоря, мы сами не ожидали, потому что концерт был 17 марта, а в начале февраля мы начали уже продавать билеты. И за 3 дня все билеты были проданы. Потрясающе. И здесь уже как соскучились, здесь пошел ажиотаж и так далее. И мы приняли решение, что нужно делать второй в один день. То есть был в 4 часа и в 7 часов. Какой-то напряг, это же невероятно. Да, был риск, конечно, потому что риск в том плане, что это был рабочий день. Ого. Да, и вот мы за дневной концерт переживали, но все прошло. Все прошло нормально, было все был аншлаг. Но народ почувствовал, что это все-таки благодаря, исключительно ради него. Почему? Потому что ценители музыки многие часто обижаются, потому что не попадают, опаздывают и так далее, всякое бывает. А здесь спасибо огромное от имени всего народа. Молодцы, ребят. А вот смотри, может быть, это еще не своевременно, но все равно в следующем году у вас юбилей группы. Да, 20 лет. Да вы уже начали подготовку? Сейчас уже полным ходом идет, скажем так, делаем анализ, как это все сделать, как это все-таки 20 лет это дата такая. Хорошая дата, красивая. Дата. Вот, и надеемся, что будет очень хороший концерт, шоу. Вот. Сейчас идет над этим работа. Да, слава богу, еще есть время. Да. Гульнара, мы ждем все этого. Такую танцевальную музыку дарит, да, Дильмурат? Всегда такую такие праздники, такие грандиозные шоу устраивают, а в жизни такой спокойный, комфортный человек. А это всегда так. Да? Понимаешь, представляешь, еще бы... Вот я всегда знаю, что настоящие артисты, они на сцене. Вот они заботятся больше, чем как ты выглядишь в жизни. В жизни это... Я всегда такой. Спокойный, и на сцене тоже? На сцене он огонь. Я не могу сказать, что я на сцене летаю там. Ну, по крайней мере. Нет, в рамках своего национального этой традиции, всего там, все очень даже полнокровно. Удивительно. Тот год, еще раз дополню, он был такой для нас сам по себе очень насыщен. Помимо того, что мы давали концерт здесь, и по приглашению Акима города Астаны, в рамках Экспо мы этот концерт повезли туда, в Астану, в июне месяце. То есть у нас такое было чисто концертная деятельность. Вот, в данный момент сейчас идут переговоры с Узбекистаном. Только хотел спросить. Да, с Узбекистаном, потому что на нашем концерте участвовали приглашенные музыканты, с которыми мы уже давно дружим. Вот, и вот сейчас они над этим работают, чтобы мы этот концерт повезли в Ташкент. Вот, а в марте месяце у нас Китай. Как раз у меня с языка снял. Я хотела спросить, вы собираетесь покорять уже внешние рынки? Да, потому что нас вы покорили, конечно. Слушай, это отличные перспективы. Желаю просто удачи. Как это происходит? Вообще выходят продюсеры, созваниваются или как? В основном это выходят на это сами организаторы концерта, тот, кто этим занимается. То есть отправляем материал, если материал интересен, то уже идут переговоры в таком русле. По поводу гонораров и всего и так далее, да. Дильмурат, скажи, у вас такой сплоченный коллектив, текучки у вас такой особой нет, да? Нет, у нас после ухода нашего брата Азиза в этом году уже 14 лет прошло. Это завидное уходом, постоянство, это здорово. И после Азиза, у нас, конечно, были изменения в коллективе. К нам пришел Рустам Хашимов, гитарист. И вот с каждым разом мы все расширялись. Вот сейчас нас уже 6 человек в коллективе.
Скажи, пожалуйста, а конфликты какие-то бывают? Или как? Нет, Разногласия? Да. Нет. Почему? Потому что все уже довольно такие, скажем, состоявшиеся личности, и каждый знает свой объем работы, и каждый занимается своим делом. Вот, я как руководитель всегда стараюсь создавать условия не только то, что касаемо работы, да, но и, конечно же, какие-то бытовые проблемы там и так далее. То есть мы такая большая сплоченная семья. Вот поэтому нету такого прям, чтобы у нас какие-то конфликты происходили. Такого прям не было. Организационными вопросами занимаетесь сообща или это делает Раим Океан, например? Нет, мы это все делаем сообща, естественно, но потом это все как бы воплощает все это. Делегируется? Да, Раим уже все этим занимается. Все, что касается соцсетей, он, конечно, мастер. Я туда вообще не Вот, лезу. Отлично. Хорошо, продвинутый человек такой нужен в команде. Скажи, пожалуйста, а сам ты вот какую музыку еще любишь? Вот на кого ориентируешься в своем творчестве? Я очень часто слушаю классику. Почему? Опа. Потому что, Здорово. ну, скажем так, мы все воспитаны на классической музыке, и Арман тоже. Да все вышло оттуда Да, же. поэтому это Исток. основа, Основа. и это бесконечная музыка, которая, наверное, будет всегда и везде. Слушаю радио классик. Ух ты, да, молодец, вот класс. в машине, да. Ну и Я разно. Ефьянина сейчас просто обрадовал. Да, да, да. Конечно. Да, потому что ну, я, поскольку закончил композиторский факультет, естественно, я как бы все равно тяготит. Хотя я пока не писал не пишу. классику? Не Ну, я писал классику, когда я был студентом в консерватории. Ну, вот, потом уже как-то перешел вот в эстрадный жанр. Сейчас как бы есть идеи немного как бы так чуть-чуть, ну, параллельно, естественно. Мгм. Да, писать инструментальную музыку, классическую. У меня вот такой вопрос, я извиняюсь, Гульнара, Конечно, потому что конечно. профессиональный. Я знаю, что, в принципе, Дильмурат, мы выросли на джаз-роке Да. в какой-то степени, отчасти, кроме классической музыки европейской. Я очень часто слышу, что творчество группы Дервиши буквально пронизано джаз-роковыми гармониями, какими-то импровизациями. Это все в синтезе, разумеется. Это Да. все во фьюжне с восточными ритмами, конечно же, божественным колоритом. Насколько бывает сложно синтезировать? И насколько это потребляет зритель? Бывают ли сложности в этом смысле? Ну, здесь опять же, я, например, как автор, да, всегда стараюсь не переборщить. Потому что как бы само по себе колорит восточной музыки, он такой, ну не зря же говорят, да, что восток дело тонкое. Да, да. Да, и поэтому здесь нужно как-то, ну, вся песня не может быть, скажем так, в жанре. Нашпигована какими-то сложными оборотами. Да. Должны быть какие-то такие грани, обороты, там, буквально совсем немного. То есть вот этого Вкусные достаточно, да. А вот все, что, например, если говорить о стиле джазовой музыки, у нас был такой эксперимент. У нас есть альбом, который называется Oriental Express. Этот альбом мы делали совместно с Виктором Хоменковым. Мы выбрали Маэстро. 8 или 9 композиций из разных альбомов, именно песен авторских, из которых мы сделали инструментальные композиции с элементами народных инструментов. То есть это тоже было, и с этим альбомом мы выступали и на фестивалях, и вот приглашали и в Душанбе был фестиваль. Вот. Получился довольно-таки такой неплохой эксперимент. Насыщенный. Да. Более такой Здесь он уже серьезный. конкретная такая, да. Здесь уже Профессиональный, Витя, да. конечно, сам знаешь. Не, ну, Но разумеется. публика все-таки, ваши поклонники просят Конечно, танцевальная, мажор, зажигательная, да. мажор. Ну это так прекрасно, это же здорово, да? А это чем, праздник, да, праздник. чем занимается Это- Дильмурат? Извиняюсь. Да, я- согласна. Да. Помимо Вот мне тоже интересно, есть ли вообще время что-то Помимо делать музыки? помимо музыки, да? Да, всем занимаюсь, чем можно. Если перечислить, Где есть возможность заработать деньги, занимаемся всем. что вы говорите? Конечно. Ну, я не могу сейчас весь список, конечно, выкладывать. Да, Но всё не, в это всё основном, равно так или иначе конечно, связано с ну, музыкой, Основное, конечно, конечно. это музыка. Основная музыка. И, да, зачастую бывает даже, когда, если ты находишься на студии, даже вот ничего не делаешь,
Вот. Не делаешь аранжировку, не пишешь музыки. Просто вот эта сама обстановка, сама вот эта атмосфера, она как бы... Окрыляет. Да. Мы же творческие люди такие, как бы, нам же нужно где-то там спрятаться и подумать, какие-то Да. мысли, чтобы пришли. Марат, я вообще этот вопрос не люблю, но хочется все равно задать творческие планы. Вот я творческие всегда планы, думаешь, да, блин, да. что Он за уже такой вопрос про достаточно, эти творческие... такой же Да, банальный, да, казалось Да, бы. как да, говорится, но. ну куда позовут Да, актеры, и говорят, ну как тогда и пойдем. А как вы Творческие, пришли в музыку? Нет, вот про планы. творческие Чем планы, будете они, удивлять? Ну, в данный момент я сейчас Конечно, пишу готовитесь. альбом. Альбом, вот. Да, начал писать альбом. Вот. Ну и как бы параллельно сейчас хотим снять пару видеоклипов, да, из альбома вот «Музыка моя», вот как наш концерт назывался. Вот. Ну и подготовка К юбилейному юбилейному концерту, да. Ну, насыщенная жизнь все равно. Да. Заниматься есть чем. Конечно. Некогда отдыхать. Ну, Ну, желаю по традиции, успехов. наверное, нашей программы народ Да, ждет пожеланий от маэстро. Конечно. Дильмурата Пожелание, я бы хотел пожелать каждому из вас добра, тепла, чтобы каждый день, когда вы выходили утром, просыпались, у вас всегда была улыбка. Ну и, конечно же, мира нам всем и удачи во всем. Огромное спасибо, Дильмурат. Вам Потому спасибо. что нашли время, пришли в студию. Вам Да, спасибо огромное. побольше музыки. Да, Конечно. и обязательно будем встречаться на ваших концертах. Спасибо. Удачи С вам. удовольствием. Ну а сейчас, друзья, давайте посмотрим интересный материал от наших коллег.